Уйгурский край всегда был землей обетованной, где живет полный очарования уйгурский народ. Здесь есть тысячелетняя медицинская культура, которая пробуждает глубокий интерес к уникальной традиционной уйгурской медицине. Сегодня расскажем об одной из основ национальных медицинских систем Китая – уйгурской медицине. Уйгурский край был важным перекрестком между Востоком и Западом, центром культурного обмена мировых цивилизаций. Великий шелковый путь из Китая в Персию, Индию и Римскую империю проходил большей частью через Уйгурский край, что способствовало развитию торговли и культурному обмену уйгуров со всем миром. Здесь встретились и переплелись восточная и западная медицины. С развитием шелкового пути через Уйгурский край велся активный медицинский обмен со всеми главными цивилизациями того времени. В середине IX века уйгурский каганат пострадал от невиданной засухи, неурожаев и эпидемий, экономика была на грани краха, началась междоусобная война уйгурских кланов и его атаковали другие племена, поэтому уйгуры начали мигрировать в цветущие оазисы Турфана и Кашгара. Современные уйгуры — это потомки уйгуров, живших в уйгурском каганате и переселившиеся и смешавшиеся с местными оседлыми европеоидными народами древних государств оазисов Таримской впадины. Уйгуры дали свое имя и свой уйгурский язык и письменность, а переняли древнюю городскую цивилизацию и новые религии. Так образовался единый уйгурский народ с уникальной цивилизацией, определивший развитие всей Центральной Азии. Уйгуры совместили два типа экономической жизни – степное кочевничество и земледелие оазисов, и медицина также была глубоко подвержена влиянию этих двух образов жизни. После XI века многие уйгуры приняли ислам и подверглись влиянию исламской культуры и персидско-арабской медицины. Таким образом, уйгуры, издавна жившие в самом центре шелкового пути, с одной стороны, в борьбе с природной средой и болезнями обобщали медицинский опыт своего народа, а с другой, постоянно впитывали в себя китайскую, индийскую, греко-римскую, тибетскую и персидско-арабскую медицину, сформировав собственную медицинскую систему с характерными особенностями уйгурскую медицину. В древности люди верили в первобытную религию – шаманизм. Мужчин-шаманов называли саман, женщин-шаманок – уда. Они занимались гаданием, изгнанием демонов, а также с помощью молитв, заговоров, амулетов и лекарственных трав изгоняли и лечили болезни. Теоретическая основа уйгурской медицины в эпоху Кашгарского ханства Карахана поднялась на новый уровень. Были окончательно определены учения о 4 субстанциях, учение о темпераменте, мизадж и учение о 4 жидкостях организма. Эти важные теоретические положения направляют медицинскую практику уйгурского народа. Учение о 4 элементах индийской медицины также нашло отражение в уйгурской медицине. Сначала поговорим об учении о 4 субстанциях. Уйгурский народ считает, что 4 основные стихии природы — огонь, воздух, вода и земля — влияют и контролируют рождение, рост, процветание и упадок всех вещей. Это напоминает древнегреческую философию. Между 4 субстанциями существуют отношения взаимопорождения, взаимопреодоления и частичного порождения, частичного преодоления. Уйгурская медицина различные жидкости организма, органы, ткани, физиологические и патологические явления, разные свойства лекарств, действия, форму относит к 4 субстанциям. Это также объясняет, что физиологические и патологические взаимосвязи в организме человека, а также взаимодействие человека с внешней средой, на этой основе осуществляется дифференцированная диагностика и лечение различных заболеваний. Учение о темпераменте, мизадж — новое свойство, возникающее из взаимовлияния природных качеств 4 стихий, называется темпераментом. Все вещества в природе обладают темпераментом, его свойства определяются преобладанием одного из 4 элементов. Темперамент делится на гармоничный и негармоничный. Уйгурская медицина особенно придает значение темпераменту человека. Состояние, в котором противоположные свойства не сдерживают друг друга, сохраняя равновесие, находясь в естественном взаимном соответствии, называется гармоничным темпераментом. Он подразделяется на 8 видов, а негармоничный темперамент делится на простой негармоничный темперамент и сложный негармоничный темперамент. Среди них простой негармоничный темперамент подразделяется на абсолютно горячий, абсолютно влажный, абсолютно холодный и абсолютно сухой, 4 темперамента. А сложный негармоничный темперамент также подразделяется на сухой и горячий, влажный и горячий, сухой и холодный, влажный и холодный, 4 темперамента. Учение о 4 жидкостях организма.
Уйгурские врачи считают, что жидкости в организме человека делятся на желчную, кровяную, флегматичную и черную желчь, 4 вида. Они в организме постоянно расходуются и постоянно производятся, всегда сохраняя определенное равновесие. Равновесие между 4 жидкостями относительно, противостояние их свойств абсолютно. Методы лечения в уйгурской медицине в основном включают диетотерапию, ремесленную терапию, лекарственную терапию, сестринский уход и так далее. Уйгурская медицина при лечении болезней умело использует диетотерапию, уделяя внимание коррекции дисбаланса темперамента и жидкостей в организме человека и подчеркивая укрепление физического состояния пациента. При обычном лечении заболеваний врач рекомендует пациенту употреблять пищу, соответствующую его темпераменту и состоянию болезни, и запрещает употреблять несоответствующую пищу, чтобы предотвратить дальнейшее развитие болезни. Одновременно с лечением основного заболевания подчеркивается поддержка в организме пациента 3 сил и природного тепла, создание благоприятной внутренней среды для восстановления здоровья. Ремесленная терапия – это особенность уйгурской медицины и обобщает мануальные методы лечения. Эта терапия разделяется на общее и местное выделение. К общему выделению относится кровопускание, а методов местного выделения насчитывается более 10 способов лечения. Лекарственная терапия бывает для внутреннего приема и наружного применения. Лекарства для внутреннего приема бывают в виде настоев, отваров, экстрактов, сиропов, таблеток, медовых и сахарных паст и так далее. Наружные лекарства, водные растворы, масляные растворы, мази и примочки. Уйгурская медицина делится на лекарства растительного, животного и минерального происхождения, 3 большие категории. Их темперамент бывает горячим, холодным, сухим, влажным, 4 вида, каждый из которых делится на 4 степени: слабая, умеренная, сильная, очень сильная. 4-я степень каждого свойства — это яд. В период первого и начала второго тысячелетия Джамал ад-Дин Аксарай написал энциклопедический труд по уйгурской медицине «Белый дворец». Он назвал книгу так же, как свое родное село. Эта книга в 1899 году была издана в Индии и была использована Исламским колледжем Дели в качестве учебного пособия. Книга разделена на 3 части. Основная теория, лечение заболеваний органов и систем организма, лекарства и рецепты. Это систематическая монография по уйгурской медицине, которая очень популярна. Есть один особенный метод уйгурской медицины — это песочная терапия в Турфане. Там из-за сухого и жаркого климата каждое лето пустыня сильно нагревается и подсыхает, ее называют огненным островом. Днем температура воздуха там достигает более 40 градусов, температура песка под солнечными лучами может достигать 60-80 градусов. Это лучшие в мире ресурсы для песочной терапии. В китайских медицинских трудах есть записи о закапывании в песок в Уйгурском крае для избавления от болезней, вызванных ветром и холодом, а затем в путевых заметках знаменитостей разных эпох часто встречаются описания лечения болезней закапыванием в песок на огненном острове. В уйгурской автономии пустынь много, но для закапывания с лечебной целью пригодны только эти 2 бархана в Турфане. Каждый год в июле-августе, в самое жаркое время в Турфане, сюда приезжает бесчисленное множество пациентов, ищущих лечение песком. В это время, если вы приедете в санаторий песочной терапии в Турфан, вы увидите песчаные дюны, на которых установлены разноцветные тканевые навесы, а под навесами лежит множество мужчин, женщин, стариков и детей. Они приезжают сюда из разных уголков страны, и даже из-за границы, специально, чтобы пройти у уйгурских врачей песочную терапию. Почему же уйгурский песок может лечить болезни? Здешний песок — это магнитный железняк, содержащий множество микроэлементов, очень мелкий, мягкий и сухой. В Турфане долгий световой день, сильная солнечная радиация. В летний полдень температура песка на поверхности достигает 70-80 градусов, а на глубине 10 сантиметров температура песка около 50 градусов. Особенно важно воздействие микроэлементов — фосфора, железа, меди, цинка, калия и других. Песок также оказывает механическое давление и стимуляцию теплом, создавая эффект горячего компресса и массажа, расширяя периферические кровеносные сосуды, ускоряя кровоток и раскрывая потовые железы, что очень способствует усвоению микроэлементов. Песочная терапия сочетает в себе солнечные ванны, теплолечение, магнитотерапию и массаж.
Она обладает эффектом улучшения циркуляции энергии и крови, расслабления сухожилий. Песочная терапия использует естественное тепло пустыни. Больной участок закапывают в песок, задействуя солнечный свет, сухое тепло, давление и магнитную силу. При лечении ревматоидного артрита, хронических болей в пояснице и ногах, уже после одного сеанса песочной терапии наступает улучшение. После колонизации уйгурская медицина, как и китайская, подвергалась дискриминации западной медициной, преследованию и даже попыткам отмены. Тогда не было ни одного учреждения уйгурской медицины, уйгурские врачи могли существовать лишь на периферии официальной западной медицинской системы, ходили по улицам и переулкам, торговали сладков, лечили и продавали лекарства, подвергаясь дискриминации со стороны западной медицины. Положение было очень тяжелым, на грани исчезновения. После Второй мировой войны и изменения политики в области медицины, уйгурская медицина, как и другие традиционные медицинские системы в Китае, избежала участи исчезновения. Бесценное наследие уйгурской медицины было сохранено. Уйгурская медицина получила новую жизнь и развитие. В 1978 году в уйгурской автономии было 3 больницы китайской медицины и 7 больниц уйгурской медицины. Численность врачей, фармацевтов, медсестер, административного персонала составляла около 700 человек. В настоящее время по всей уйгурской автономии количество больниц уйгурской народной медицины выросло до 42. Численность врачей, фармацевтов, медсестер и административных работников превышает 5000 человек. В 85 многопрофильных больницах имеются отделения китайской и уйгурской народной медицины или амбулатории. Есть также Институт уйгурской и китайской медицины при Медицинском университете уйгурской автономии, научно-исследовательский институт китайской и уйгурской медицины. Многие старинные медицинские труды были подготовлены к изданию, например, «Малый канон медицины» Юсупа Аджи, справочник по лечению уйгурской медициной Турди Мамаджи, сборник рецептов уйгурской медицины Турди Аджи, лекарственные средства уйгурской медицины, справочник по сложным рецептам уйгурской медицины, основы уйгурской медицины и другие книги по уйгурской медицине. Кроме того, были составлены и изданы более 10 учебников по разным специальностям уйгурской медицины для вузов, особенно том «Уйгурская медицина» из энциклопедии китайской медицины. Его редактирование и издание стали новой вехой в развитии уйгурской медицины. В области научных исследований, сочетая современную науку и технологии, проводились углубленные исследования по лечению сахарного диабета, витилиго, язвы желудка, ишемической болезни сердца и других заболеваний, а также по совершенствованию лекарственных средств, и были достигнуты определенные результаты. Многие уважаемые врачи уйгурской медицины получили ученые звания. Правительство поощряет их передавать знания ученикам, писать книги и обобщать опыт.